а смена начинается сегодня с дефекта. Вот эта надпись не оставляет равнодушной ни одну вахту, особенно если на улице темно и холодно. Поясню. В пересменку машинист котла сообщил об отказе направляющего аппарата дымососа. Требуется восстановить работу. Открываю дверь на улицу и ощущаю на себе морозную свежесть. Здорово. Вот причина ночной прогулки. Срезала вал электродвигателя, и он обломился вместе с полумуфтой. От этого и пропала связь двигателя с механизмом. Такую неисправность можно устранить только заменой двигателя. Полумуфту поставим эту же, удалив из нее часть срезанного вала. Двигатель крепится на 4 винтах, которые мы открутим после отсоединения силового кабеля и проводов, питающих катушку электротормоза. Иногда перчатки даже мешают работать. С дефектом определились, и чтобы сократить время устранения дефекта, нужно разделиться, прямо как в фильмах. Поэтому я пошел за новым двигателем на склад. Импровизированное основание для противоположной стороны вала двигателя готово. Устанавливаем шпонку в паз вала. Молоточек бы еще легенький. Легенький не дам, дам большой. Большой придет. И конструкцией, проверенной еще древними греками, насаживаем полумуфту на вал. Насаживаем до тех пор, пока полумуфта не упрется в основание посадочного места. Осматриваем состояние клеммной коробки двигателя, у нас ее еще называют брно, и на всякий случай прозваниваем обмотки между собой и на корпус. А если я не знаю? На ходу придумывая шутейки, чтобы поддержать командный дух. А чё? Я правда нихуя не вижу. Все, всем понравилось. Не забываем о крыльчатке, снимаем ее и устанавливаем на новый двигатель. Специального инструмента для этого нет, но под художественный свист коллег процесс идет без затруднений. После предварительного расчета силы удара молотка, зная его массу и ускорение, насаживаю крыльчатку на вал. Нам все будет так, как оно есть. Как типа СМР, типа. Чтобы люди такие сидели вот у себя на заводе, расслаблялись так под музычку и смотрели, как другие пашут. Двигатель готов к установке, осталось установить его на механизм. Прозваниваем электротормоз. Это точно он? Или это вот это? Блин. И погладили его, и пыль сдули, но он не подавал признаков жизни. По идее, вот, два красненьких. Двигатель все белое. Ой, блин. Пока не заметили, что мультиметр стоит в режиме измерения тока, а не сопротивления. Ну, бывает. Ой, фу, блин, 26. Ну, слава тебе, Господи. Крепим двигатель винтами к крышке механизма. И в плейлисте снова мелодия группы «Ласковый май». Так и живем мы, так и живем мы. Най-най.
Перед подсоединением кабеля к клемнику электродвигателя заметили, что кабель одной из фаз обломан. Используя наработки инженерных изысканий, принимаем единственно правильное решение. Собирать, скручивать изолентой, заматывать. Наверное, так. Прикольно. Бы еще попер. Сейчас бы офигевали. И как ты предлагаешь это сейчас скручивать? Надо хоть проводок нормальный, а не вот этот говно. Проводок, который попался в цеху, был неподходящий, поэтому пришлось идти в дежурку. Проводок надо, третью фазу, там, одну из фаз оборвал. Ага, хорошо. Ты что, уже все сделал? Вот он. Да я просто вытянул кабель немножко. Теперь полумуфту двигателя в момент установки крышки нужно сочленить с полумуфтой механизма и закрепить крышку. Мороз и 12 часов ночи усиливали это намерение, скрытое в глубине сознания. Вселенная помогла, и получилось все с первого раза. Укрываем механизм от осадков пленкой. Это автомат питания механизма направляющего аппарата. Согласуем с машинистом котла подачу напряжения на механизм. Славик, все установили. Сейчас схему соберем. Нужно будет с фазировкой определиться, правильно он едет или нет. Он у тебя сейчас на руках? На руках. Схему собираю. Собрали схему. Ага, давай тогда прогони его на открытие, чуть закрытие. Ага. Машинист передал, что при подаче сигнала на открытие механизм стал закрываться. Меняем фазировку на пускателе ПБР-3А, заменой жил кабеля на контактах ПБР 5 и 6. Снова согласуем проверку работы с машинистом по телефону. Поменяли фазировку, можно проверять. На открытие, да? Ну, мы закончили. Все, уходим. Проверка закончена, направляющий аппарат дымососа в работе, а значит ТЭЦ продолжит давать электричество и тепло в наши дома.